Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Рамшейк-Шара. 10 декабря гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий летом 2017 года, правительство начало выплачивать компенсацию. Ранее, 2 июня 2018 года, для изучения заявлений граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий в июне, июле и августе 2017 года, при правительстве была создана специальная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий. По ее оценкам, пострадали более 400 домовладений. На выплату компенсации пострадавшим было выделено 7 миллионов рублей из резервного фонда президента. Как сообщили в пресс-службе правительства, 18% от указанной суммы ущерба поступит на счета пострадавших от стихийных бедствий до 30 декабря 2018 года. Следующий этап осуществления компенсации намечен на 2019 год. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия участвует в праздновании 25-летия образования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Делегацию абхазских парламентариев возглавляет Илья Гуния, сопредседатель от абхазской части комиссии по сотрудничеству Народного собрания Абхазии и Совета Федерации России. В рамках программы празднования председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сопредседатель российской части комиссии по сотрудничеству, провел двустороннюю рабочую встречу с парламентской делегацией Абхазии. Участники встречи обсудили актуальные темы взаимодействия и наметили план дальнейшей совместной деятельности. Ранее спикер Народного собрания Валерий Кварча поздравил Валентину Матвиенко с 25-летием образования Совета Федерации. Вот уже четверть века Совет Федерации решает задачи социально-экономического развития Российской Федерации, укрепления и развития международного сотрудничества, выступая в том числе инициатором целого ряда крупных международных форумов различной направленности, отмечается в частности в поздравлении. К другим темам. Как проходит цитрусовый сезон в этом году? Существуют ли сложности при реализации мандарин? Как осуществляется процесс купли-продажи на абхазо-российской границе? Что выгоднее, реализовывать продукцию за пределами страны или же сдавать в Абхазпродэкспорт? Сария Смыр разбиралась в теме. В Абхазии в самом разгаре пора активного сбора цитрусовых культур. Солнечные декабрьские дни как нельзя кстати, говорят собственники мандариновых плантаций. В этом году урожай хороший. В среднем до Нового года, как прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства, планируется собрать до 30 тысяч тонн мандаринов. На данный момент около половины из этого количества уже экспортировано в Россию. Если для мелких предпринимателей мандариновый сезон уже позади, у собственников крупных плантаций собран не весь урожай или еще не реализован. Они признаются, закупочные цены слишком низкие. Почти 20-25 тонн в ангаре в ящиках стоит, нету никакой продажи. Вот в этом году очень слабо, очень слабо. Можно сказать, за 10 дней 1-2 газеля заезжают в ангар. И то спрашивают, уходят. То цена не устраивает. Он не говорят ни в чем. Мы свой товар на месте продаем. У нас в складе она лежит, клиенты приходят в собранном виде, в ящиках. Понравится, говорит, вот такой товар хотим, по цене договариваемся, они начинают переборку делать, берут, что хотят. В связи с большим количеством урожая в этом году цена на мандарины не очень высокая. Пока во всяком случае 20, а если повезет, 25 рублей за килограмм продукта среднего и крупного размера. Однако крестьяне все чаще сталкиваются с проблемой отсутствия клиентов, которые могут забрать цитрусовые прямо из дома по выгодной оптовой цене. Не всегда получается продать мандарины и на границе с Россией. Бывали случаи, когда крестьяне возвращались, так и не продав свою продукцию. Сложная ситуация обстоит и на Сухумском рынке. Здесь перекупщики предлагают за килограмм мандаринов еще меньшую цену. Мы принимаем 5, 10, 15 рублей. И то с таким, малое количество, и то с таким перебоем они ругаются и оставляют, если у людей на хлеба нету, и он вынужден продать его за 5 рублей, за 10 рублей. А что он должен сделать? Он раз привез его. Утром вы пришли бы, вы увидели бы. Машин 30 стояло здесь у нас, потому что они оттуда не смогли туда перевезти, потому что маленькие машины не разрешают. Они сюда, бедные, приехали, по 10, по 15 отдали, уехали. С границы приехали? Конечно, они приезжают, да, утром. Не смогли реализовать его.
Сегодня в Абхазии работает лишь одна фирма по приему сельскохозяйственных культур. В предприятии «Абхазпродэкспорт» в поселке Гулрыбш мандарины принимают ежедневно. Цену за килограмм здесь устанавливают в зависимости от качества продукта. Сюда может обратиться любой желающий, при этом деньги от продажи он получает в течение 10 дней. Вместе с тем таможенные правила для экспортеров цитрусовых остаются прежними. В настоящее время вывоз с территории Республики Абхазия цитрусовых плодов осуществляется беспошлино. Оплате подлежит лишь таможенный сбор, размер которого составляет 0,1% от общей стоимости. Взимаемой таможенными органами Республики Абхазия сумма сбора за таможенное оформление в полном объеме поступает в бюджет Республики Абхазия. В связи с тем, что значительная часть абхазских производителей цитрусовых плодов являются физическими лицами, не обремененными контрактными обязательствами с контрагентами из Российской Федерации, вывоз данной продукции с территории Республики Абхазия осуществляется участниками внешнеэкономической деятельности в рамках заключенных контрактов. Сумма, составляющая 11 рублей за ввоз цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации, включает в себя оплату комплекса услуг, не связанных с уплатой таможенных платежей, поступающих в бюджет Республики Абхазия, таких как услуги коммерческих организаций по перевозке продукции, брокерских услуг и оплату внутренних налогов в Российской Федерации. Цитрусовые вывозятся из Абхазии без таможенных пошлин. Но чтобы вывести мандарины в Россию, необходимо иметь при себе особый пакет документов: таможенная декларация, карантинный сертификат, товарно-транспортные накладные. При этом норма ввоза цитрусовых плодов в соседнюю страну без надлежащих документов и без уплаты таможенных платежей составляет 50 килограмм в одни руки. В остальных случаях предприниматель вынужден оплатить услуги коммерческих организаций для перевозки. Сария Смыр, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Ушла из жизни ветеран национально-освободительной борьбы абхазского народа, Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, истинный патриот своей страны. Этери Расимовна Буюкаглы, абхазская Жанна Дарк, так называли Этери Расимовну за смелость и самоотверженность все те, кто ее знал. Этери Расимовна Буюкаглы была по национальности турчанка. Ее мать абхазка смогла воспитать Этери в духе Апсуара и с малых лет прививала ей любовь к родине, которую Этери впоследствии доказала, и не раз. С 1965 года Этери Буюкаглы работала в транспортном управлении города Учимчира, становится ветераном труда. Во время драматических событий 1989 года, когда в стране начались первые волнения, Этери вместе с отцом Расимом принимали активное участие в июльских событиях. В той ситуации, в 1989 году, во время противостояния грузино-абхазского на реке Аалзга, она проявила решительность, героизм, потому что если бы не было таких, как она, Этери Буюкаглы, было бы очень тяжело, были бы еще непредсказуемые, можно так сказать, последствия, потому что когда банды грузинские, вооруженные до зубов, двинулись в сторону Сухума, первое препятствие, первую силу настоящую, которая противостоит этой провокации, не почувствовали именно там, в Очимчире, на реке Аалзга. Этери, она воодушевила людей. Она смогла поднять дух народа. Этери Буюкаглы была активным участником народного форума Айтгалера, самоотверженно боролась за права абхазов во время абхазо-грузинского противостояния. Любое начатое ею дело она неизменно доводила до конца. О таких, как Этери Буюкаглы, слагают легенды, говорят те, кто знал ее не один год. Все вопросы, которые возникали у нас в Абхазии, за свою честь и независимость, она отстаивала его как 10 мужчин вместе взятых. Все дела, которые она делала, все, что она говорила, все было безупречно. Она была надежным, уверенным и очень добропорядочной женщиной. Во время Отечественной войны народа Абхазии Этери проявляла недюжинную силу и храбрость. За смелость и самоотверженность ее даже называли абхазской Жанной Дарк. И я помню, во время войны она приехала в Гудауту, прибыла в Гудауту и попросила, чтобы ей организовали встречу с председателем Верховного Совета и главнокомандующим Владиславом Ардзембо.
Эту встречу ей организовали. Я даже видел, как он вручал ей автомат. Потому что она попросила оружие. Она сказала, что она будет воевать, будет защищать свою родину. В Отечественной войне народа Абхазии участвовал также сын Этери Тенгиз Ашуба, который получил серьезное ранение ноги. Это ранение и стало причиной его раннего ухода из жизни. Этери Расимовна очень тяжело переживала эту утрату. За особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, Этери Буюкаглы и ее отец Расим Буюкаглы были награждены орденом Леона. Всеобщей декларации прав человека исполнилось 70 лет. В Сухумском офисе по правам человека прошел круглый стол, посвященный этой дате. Участники встречи обсудили проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Абхазии, попытались найти ответы на актуальные вопросы повестки дня. В дискуссии участвовали депутаты парламента, судьи, социальные работники, представители Министерства труда, занятости и социального обеспечения, неправительственных и международных организаций, журналисты. Ирина Ашпа продолжит тему. Всеобщая декларация прав человека была принята на 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Необходимость принятия документа, согласно которому человеку должны быть гарантированы определенные права, продемонстрировала Вторая мировая война. В 1941 году Франклин Рузвельт в своем обращении о положении страны призвал поддержать 4 необходимые свободы – свободу слова, свободу совести, свободу от нужды и свободу от страха. Это и дало новый толчок развитию человеческих прав как необходимому условию мира и окончанию войны. Впоследствии документ был дополнен, и сейчас Декларация прав человека включает в себя 30 статей, среди которых право на жизнь и запрет рабства, права в гражданском и политическом обществе, на духовные, общественные и политические свободы, такие как свобода вероисповедания и свобода ассоциаций, и социальные, экономические и культурные права. В Абхазии Декларацию по правам человека приняли в 1992 году. В 1994 декларация вошла в Конституцию, и статья 11 основного закона страны гарантирует всем гражданам Абхазии соблюдение их прав. Обсудить положение дел с соблюдением прав человека в Абхазии сегодня, обозначить причины существующих проблем и выработать конкретный план их решения – главная цель собравшихся за круглым столом. Практика такая сложилась в Абхазии, что нарушение или невыполнение своих функций это не несет вот какой-то такой серьезной ответственности. Мне кажется, это то, что очень пагубно влияет на соблюдение, да, и защиту прав человека. Те проблемы, которые я сейчас озвучиваю, они, конечно, во многом имеют место, потому что, например, нет закона в стране, нет закона об образовании. Вот мы сталкиваемся с какими-то вопросами, касающиеся учебы там, или, не знаю, правил в школе и так далее, и мы не можем ничего сделать, потому что мы не регулируется это никаким образом. За 8 месяцев работы в офис обратились 50 человек. Пенсионеры, не получающие российскую пенсию, тяжело больные пожилые люди, требующие постоянного ухода, инвалиды чаще всего приходят за помощью. Отдельная проблема – дети из неблагополучных семей, которые иногда не имеют даже крыши над головой и в силу обстоятельств вынуждены идти на преступления. Несовершеннолетние, совершив мелкие хулиганства, попадают в места заключения, где отбывают срок с людьми, совершившими более тяжкие преступления. Вот почему в Абхазии необходимо построить специальный центр для трудных и находящихся в сложных социальных условиях детей. Мне пришлось заниматься детьми, особенно теми, которые оказались за чертой, не только за чертой бедности и обнищания и так далее, но и оказались также на преступном пути или же на учете у наших правоохранительных органов, они могут попасть в тюрьму. Пусть это будет кризисный центр или реабилитационный центр, или какой-то, то есть такой центр, куда могут привести ребенка, которому сегодня у своих же дома, у матери или там у отца, или же вообще их нет иногда. Этот ребенок может получить крышу над головой, питание может получить и хотя бы нормальную человеческую помощь. И с ним нормально поговорят и будут о нем заботиться.
Более 20 месяцев назад в Абхазии начала работать служба социальной поддержки детей и семьи. Это совместный пилотный проект детского фонда ЮНИСЕФ и Министерства труда и социального обеспечения Абхазии. В 3 районах республики за этот период было выявлено 400 семей, находящихся в зоне риска, и 200 случаев, где в семьях имеют место очень серьезные проблемы. У нас есть идеи, и в первую очередь это кризисный центр на небольшое количество детей, потому что у нас нет сейчас огромного списка детей, которых нужно спасать из семей, и вообще это крайняя мера, потому что каждый ребенок имеет право на проживание в семье. По мнению участников встречи, в нашей стране необходимо принять законы об образовании и запрете домашнего насилия, а также пересмотреть дискриминационный закон о запрете абортов. Эти предложения в ближайшее время Офис уполномоченного по правам человека внесет на рассмотрение в парламент и в правительство Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Абхазский режиссер Инар Нармания победил в номинации «Лучший режиссер короткометражного фильма» на 2-м международном кинофестивале «Arctic Open», который проходил в Архангельске. Об этом сообщает Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Инар Нармания представил на кинофестивале короткометражный фильм «Меня зовут Махаз», снятый по новелле Михаила Лакарба. Картина также внесена в рекомендательный список экспертного совета Российской национальной академии кинематографических искусств и наук за 2018 год в категории «Лучший короткометражный фильм». «Меня зовут Махаз» Инара Нармания уже становился победителем международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов «Коник Фильм Фестивал» в Москве в августе этого года. Приближается один из любимых праздников в году. В столице полным ходом идет подготовка к Новому году. Какие коллекции игрушек и декора предлагают столичные магазины своим покупателям и что пользуется наибольшим спросом, узнавали наши корреспонденты. Репортажа Алики Трапш. Атмосфера приближающегося праздника ощущается уже повсюду, особенно на центральном рынке Сухума. Куда ни глянь, продаются искусственные елки, разноцветные гирлянды, красочные игрушки, словом, все то, что необходимо для украшения дома к празднику. Покупательский спрос на подарки к Новому году начинает ощутимо расти примерно с середины декабря и достигая своего пика 30 и 31 декабря. Продавцы магазинов предлагают покупателям большой ассортимент трендовых новогодних коллекций игрушек и декора. Каждую неделю ожидаем новое поступление товара. Очень много будет символа года в виде керамики, в виде подвесок. Очень много будет бус новогодних, цветов новогодних, начиная от производства Китая, заканчивая Европой. За 5 лет практически цены не менялись, несмотря на то, что закупочные цены дорожают. Мы всегда уважаем кошелек нашего потребителя. Елочные новогодние игрушки 2019 года сегодня так разнообразны, что, заходя в магазин новогоднего декора, хочется приобрести все, что сверкает, переливается, восхищает необычным видом. Из года в год самым трендовым товаром являются игрушки ручной работы в виде сказочных персонажей. Также большой популярностью пользуются стеклянные расписные игрушки времен наших бабушек и дедушек. Вот такие вот игрушки стеклянные наших бабушек, дедушек, прабабушек сейчас возвращаются в моду. Германия, Австрия сейчас украшают елки вот этими игрушками. Возвращается в моду наш любимый дождь и мишура разных размеров, форматов. Все, что мы любили раньше, с чем мы выросли, теперь мы всему этому рады. Главный символ Нового года – живая зеленая красавица ель – на рынке появится после 20 декабря. В Абхазии их вырубать запрещено. Елочку завозят в основном из Сочи. А пока покупатели могут приобрести искусственную красавицу из силикона, резины и лески. Цены на них от 1500 и выше. Также в столице уже начали работать новогодние фотостудии с декорациями, куда могут зайти всей семьей и запечатлеть ощущение предстоящего праздника и волшебства. Съемки у нас проходят как для ребеночка, так и для мамы с ребенком, и для всей семьи. Фотозоны меняются каждые 3-4 дня. Все очень красочно, красиво. Фотосъемка длится час. Все фотографии, которые будут сделаны, будут обработаны в цветокоррекции. Новый год – это один из самых прекрасных и волшебных праздников. Каким будет предстоящий 2019 год, во многом зависит от нас самих и нашего настроения. И мы встречаем праздник каждый раз с надеждой и уверенностью, что наступающий год будет лучше прежнего. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром преимущественно без осадков. Днем сильный дождь. Возможно, гроза. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.